В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Республика готовится к началу отопительного сезона, и у работников сферы жилищно-коммунального хозяйства начинается самая горячая пора. Одним из стратегических предприятий ЖКХ в республике является акционерное общество «Сахаэнерго». О том, как работает компания в условиях пандемии, как готовится к отопительному сезону, какие новые объекты будут введены и подключены в ближайшее время. Об этом и многом другом мы поговорим с Гаврилом Алексеевым, генеральным директором акционерного общества «Сахаэнерго». Гаврил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сахаэнерго – стратегическое предприятие, обеспечивающее энергией и теплом отдаленные северные и арктические районы нашей республики. Расскажите, пожалуйста, об особенностях подготовки ваших филиалов к новому зимне-осеннему периоду. Как выполнена ремонтная программа? Добрый день, уважаемые друзья. У нас Сахаэнерго большой объем ремонтов запланирован в этом году для подготовки в ремонтную программу 2020-2021 года. У нас ведется по нескольким направлениям. У нас ведется это самое главное, это завоз топлива, ремонт дизельного оборудования, ремонт линий электропередач, ремонт тепловых сетей, ремонт электрооборудования. Вот по всем этим направлениям у нас в плановом порядке все работы ведутся. Своевременно в автозимник у нас все материалы были завезены. Конечно, вот пандемия у нас внесла кое-какие коррективы. Это у нас вопрос, связанный с поставкой запасных частей импортного производства. Да, вот самое тяжелое это вот по дизель-генераторам импортного производства Каменц, но мы уже приняли ряд превентивных мероприятий по замене этих дизель-генераторов на отечественные, по запасным частям которых у нас проблем нет. Поэтому вопросы мы решаем пока в рабочем порядке, и есть уверенность, что мы своевременно в полном объеме подготовимся к осенне-зимнему максимуму. В период пандемии на предприятиях ЖКХ и энергетики легла очень большая нагрузка. Как это повлияло на деятельность Сахаэнерго и какие меры профилактики применялись для работников вашего предприятия? Ну, в первую очередь мы сразу перевели до 90 наших процентов АУПа на удаленный режим работы, но, к сожалению, 100% мы не можем перевести. У нас все-таки стратегическое предприятие, у нас есть оперативный персонал, который днем и ночью должны давать электрическую, тепловую энергию нашим потребителям. Поэтому мы своевременно закупили средства индивидуальной защиты, рециркуляторы воздуха, системы очистки воздуха, и полностью их обеспечили наш персонал. И на сегодняшний день мы можем сказать, что мы своевременно в полном объеме подготовились, и при этом мы даже подготовились к таким чрезвычайной ситуации в случае заражения либо внутрикорпоративного заражения, готовы переходить на особый режим работы. План у нас разработан и может быть введен в случае ухудшения ситуации. Очень важный вопрос для вашего предприятия – это навигационный завоз топлива. Как он проходит, как осуществляется? Навигационный завоз топлива у нас идет в плановом режиме. У нас всего мы должны завести 70 747 тонн дизельного топлива, 16 тысяч тонн угля, 300 тонн нефти и переместить по реке Колыма в Верховье и по реке Яне в Верховье порядка 12 тысяч тонн дизельного топлива. На сегодняшний день мы так называемый первый тур, это по быстромелеющим рекам Алдана, Алек мы уже полностью завершили перевозки. Осталось у нас второй тур, так называемый, это арктические у нас пункты доставки. Это по реке Колыма, Индигирка, Яна, Анабар. По ним мы уже отгрузку произвели порядка 30%. Пока идет доставка этих объемов до конечных пунктов. И по углю у нас на сегодняшний день практически полностью весь уголь находится в порту Кандалакша. Для их отгрузки уже северным морским путем до Нижнеянска и дальнейшей их доставки до поселка Депутатский. Ну, вообще, по депонации у нас еще есть небольшие проблемы, связанные с обмелением реки Яна. На сегодняшний день мы там доставили только 70%. Ну, это из года в год у нас
повторяется ситуация, но мы уже свои превентивные мероприятия подготовили. В случае, если вода больше не поднимется, мы будем этот объем перевозить автозимником, и у нас все эти планы предусмотрены. А появились ли какие-то новые способы оплаты за электроэнергию? И расскажите нам, почему так важно вовремя и своевременно оплачивать услуги энергетиков и электроэнергию? У нас в зоне деятельности Сахаэнерго работает всего 16 касс энергосбыта. К сожалению, в период пандемии мы вынуждены были закрыть все эти кассы и перешли на оплату в онлайн-режиме. У нас до этого момента действовал только один способ онлайн-оплаты, это через Сбербанк онлайн. В период пандемии мы быстро подготовились и развернули другие альтернативные способы оплаты. Это у нас оплата связана через Почту России на нашем сайте и через систему «Город», а также через мобильное приложение «Квартплата Плюс». Вот все эти способы оплаты есть, и если говорить, для чего нужна эта своевременная оплата, мы эти денежные средства направляем на подготовку нашего оборудования линии электропередач к следующему осенне-зимнему периоду. То есть нам важно своевременное поступление денежных средств позволяет нам в полном объеме подготовиться к ремонтной программе и построить наши объекты, которые мы запланировали в короткий межотопительный период. Во многих населенных пунктах сейчас идет активный сезон строительства. Расскажите, сколько объектов в этом году планируется подключить и насколько эта дополнительная нагрузка повлияет на работу Сахаэнерго? У нас очень много объектов. Надо сказать, что в связи с принятием и большим с пристальным вниманием Арктики и необходимости развития Арктики у нас очень много объектов строится. На сегодняшний день по итогам первого полугодия мы уже подключили 178 объектов. При этом из них 75 это жилые дома. Очень много жилых домов строится. Несколько котельных мы построили. При этом мы еще планируем построить несколько жилых кварталов. Это в селе Оленек и в селе Юринхая. Дальше мы планируем построить линии электропередачи, подключить 5 котельных в Жиганском, Анапарском, Устьянском улусах и подключить спорткомплекс в селе Хану Момского и детский центр и детскую школу в селе Оленек и Среднеколымск. Очень много объектов, но мы в своих планах полностью выполняем все свои обязательства, и в установленный срок все подключения будут исполнены. Расскажите, пожалуйста, как реализуется инвестиционная программа Сахаэнерго, какие новые энергетические объекты будут введены в этом году? У нас достаточно обширная инвестиционная программа, и в этом году у нас будет введено 5 новых дизельных электростанций. В первую очередь хочется сказать, что наша самая большая и наш, можно сказать, долгострой дизельная станция в Оленьке мы уже практически завершили. Мы в сентябре планируем ее полностью завершить. Это одна из самых больших станций, которая была построена после постсоветский период. То есть мы такой большой опыт впервые построили в постсоветской экономике такую большую станцию. Также у нас планируется строительство небольшие автоматизированные дизельные станции в Алысардахе Верхоянского улуса, Урицком, Валекнинском улусе, в селе Такума Верхоянского. И у нас совместно с японскими партнерами будем в этом году вводить ветродизельный комплекс мощностью 3 мегаватт с 3 ветродизельными установками. Еще хотелось бы, чтобы вы рассказали нам о реализации корпоративной социальной ответственности компании. У нас большой коллектив. У нас в коллективе работает порядка 2554 человека. У нас очень хороший коллективный договор. Мы работаем с центром занятости, полностью размещаем туда всю информацию о наличии вакансий свободных. При этом у нас есть программа развития кадров, по которому мы высококвалифицированные кадры
привлекаем на работу на наши регионы, это арктические и северные районы, оплачиваем им проезд, проживание и подъемные для обустройства. У нас впервые эта программа заработала, и мы в этом году благодаря этой программе уже несколько человек привлекли и будем дальше эту программу развивать. Также у нас есть соглашение с нашим региональным колледжем в городе Мирном, и также с Северо-Восточным университетом. Мы их специалистов активно привлекаем на работу. Ну вот не секрет, что многие молодые специалисты не хотят ехать работать на север, поэтому вот в этой части есть небольшие там проблемы, поэтому вот та наша программа, которую мы приняли в этом году и будем его дальше развивать, она поможет нам более качественно привлекать квалифицированных кадров в наши регионы, особенно на север. Гаврил Николаевич, в этом году вы возглавили Сахаэнерго. В связи с этим было бы интересно узнать, какие управленческие методы и технические подходы вы выбираете для развития предприятия и для улучшения эффективности работы. Ну, тут ничего нового не скажу. У нас новые управленческие подходы, методы прежде всего обусловлены нашей миссией, нашей работой. Это наша работа, это обеспечивать наших потребителей бесперебойным, надежным электрической и тепловой энергией. То есть как хорошо мы подготовимся, как лучше мы сделаем эти объекты, отремонтируем эти объекты, у нас будет зависеть наше качество электроснабжения. Ну и второй момент, который мы будем тоже учитывать, это вот наши экологические требования, потому что природа севера все-таки ранимая. У нас в этом плане у нас предстоит большой объем работы, на который мы тоже будем делать упор. Вот два основных направления, по которым мы будем дальше работать и развивать Сахаэнерго. Ну что, Гаврил Николаевич, большое спасибо за содержательное и интересное интервью, за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.